Усердные тренировки и воля к победе. Казалось бы, вот ключ к успеху на пути к спортивным достижениям и мировым рекордам. Но покорению пьедестала воспитанниками спортивного клуба «Сурхо» может помешать, мягко говоря, физический и моральный износ здания. Состояние спортивного комплекса требует скорейшего вмешательства и с внешней стороны, и внутри помещений зданию необходимы ремонтные работы. Воспитанники республиканской детско-юношеской спортивной школы известны по всему миру. Их отличает бескомпромиссность на борцовских коврах. Яркий пример тому Назир Манкиев, олимпийский чемпион 2008 года в Пекине. Залы греко-римской борьбы, бокса, кикбокса и тяжелой атлетики вмещают в себя более 800 спортсменов. Но их безопасным тренировкам и здоровью угрожают кабели под напряжением без изоляции, пыль на бетоне вместо кафеля, неисправная или местами вовсе отсутствующая вентиляция помещений. Если честно, мы уже устали от этого ремонта. Уже почти 2 года его как начали. Ну, сейчас вроде бы уже уверены мы, 90% уже я лично уверен, что начнут и закончат тоже быстро. Наша съемочная группа из-за отсутствия дверей, беспрепятственно передвигаясь между спортзалами, игровыми площадками и других помещениях, фиксирует также и их санитарное состояние. Выкопанная еще год назад траншея вместо канализации рядом с будущей игровой площадкой для мини-гольфа так и осталась бы в проекте, если бы не распоряжение о выделении денежных средств для реконструирования спортклуба «Сурхо». У нас в этом году, согласно распоряжению 1199 от 25 июня вышло распоряжение о выделении денежных средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Это 12 миллионов 900 тысяч. На сегодняшний день у нас сегодня уже Министерство спорта подпишет соглашение о выделении, там соглашение. И вот после соглашения мы сейчас проведем процедуру электронного аукциона. И до конца этого года клуб будет полностью реконструирован, будет произведен капитальный ремонт. И ребята наши будут заниматься в очень уютном уже после ремонта в помещении. Новости о том, что очень скоро ситуация поменяется в лучшую сторону, обрадовала как юных борцов, так и их тренера. По словам Адама Нальгиева, местным ребятам не терпится скорее увидеть родной спортклуб в новом виде. Подходят ко мне дети, спрашивают, когда закончится ремонт, когда можно будет нам нормально заниматься. Иногда я уже в последнее время не знал, что ответить, если честно. Объект введен в эксплуатацию в 1987 году и служил сурхохинцам как дом культуры. Ну а с 1994 года является местом тренировок и сборов спортсменов разных видов и направлений. Амина Бокова, Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24.